С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». 6 августа украинские военные пересекли российскую границу в Курской области и начали наступление по двум основным направлениям – на Суджу и в районе Коренева. Они быстро преодолели пограничные рубежи и укрепления, используя мобильную технику – броневики «Хамви», «Кугар», БМП «Мардер», БТР «Страйкер» и поддержку нескольких танков. ВСУ быстро продвинулись вперед, страйкеры с минными тралами пробили бреши в заграждениях и минных полях. Российские пограничные силы из ФСБ и срочников оказались скованы на своих блокпостах и укрепрайонах. Их окружили и взяли в плен. Пленных оказалось очень много, заявляют как минимум о 300 человек. По известным кадрам можно насчитать около 100. Только на одном судженском погранпереходе сдались 40 человек. Имея легкое стрелковое оружие, погранцы и срочники никак не могли сопротивляться регулярной украинской армии. Пытаясь спешно прикрыть дыру, российские командующие бросили в бой еще срочников, и они тоже попали в плен. Был взят в плен армия Украины при пересечении русской границы. Звание рядовой. Звание рядовой, мотострелок. Какая часть? 488. Как давно служишь? С 17 декабря. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? Нас всех отправляют. Охранять. Типа не допустить прорыва. А вот что рассказал командир кадыровского Ахмата Апты Алаудинов. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши подразделения Ахмат другое, которое здесь находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес 2 мапа, вот, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Вот. Оказывается, кадыровцы были на границе, да они вообще все еще там сидят. ВСУ их просто обошли. Вот такая получается военная хитрость. Мобильные группы украинской армии разъехались по Курской области. Они добрались до села Кромские Быки на севере, 35 километров от границы, и поселка